Невероятно талантливая, яркая и харизматичная, иногда по-детски простодушная и наивная, иногда строгая и требовательная, не по годам мудрая и сильная. И это все о нашей героине Татьяне Соросовой-Балаганчик. Когда она начинает петь, то забываешь все и подпадаешь под волшебное очарование и магнетизм ее голоса и мотивов. В нем словно слышны отдаленные звуки седой старины и динамичного современного мира. В этом вся наша Татьяна. Мы много лет крепко дружим, общаемся, поддерживаем друг друга. Но оказалось, что знакомы мы с 2005 года, когда маленькая Таня в составе детского фольклорного ансамбля «Хоаен» из села Березовка Среднеколымского района самозабвенно выступала на всех сценах столицы. Хук-Лесли, 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 Тиминанянда, Нёлтан Хедин, Экченодай, Хук-Лесли. Это лето я считаю началом творческого пути будущей звезды, этнопевицы, автора и золотого голоса Арктики и Севера Татьяны Соросовой-Балаганчик. Как приходят песни? Откуда-то оттуда. Просто приходит, неважно, чем я занимаюсь, просто приходит мелодия, запоминаю, сразу записываю на диктофон, и потом уже по истечении какого-то времени она зарождается в прекрасную песню. Слова находятся. Слова находятся, да. Вообще я люблю находить стихотворения наших поэтов, писателей, которых я ни разу не видела, не читала сама. Поэтому как бы пропагандирую как раз-таки для молодежи читать стихи, потому что со стихами идет и музыка, мелодия. А бывает такое, что под эмоциями какими-то, особенно сильными эмоциями, переживания, восторг, любовь, песня рождается, и она вот с самого начала получается? Да, это всегда такое. Такое тоже есть, когда испытываешь или негатив, или положительные эмоции. Ну да, скорее и в большинстве случаев да. А Ментек Бугулай? Ментек Бугулай, но я к этой песне шла очень долго, целый год, можно сказать, потому что я искала что-то новое, новое звучание. Хотелось вот больше глубокого, наверное, чтобы в тексте было, и также, чтобы и мелодия выглядела, чтобы была сильная песня. Потому что, я считаю, что не зря, потому что песня удалась. С этой песней я представляла нашу республику в различных городах. И, так скажем, многие аплодировали стоя. Пела я с самого детства, я любила петь. Я слушала различную музыку, классическую, зарубежную и так далее. Да? Я просто любила петь. Просто слушала, все вот на слуху у меня. И так вот, и как бы получается,
сама себя учила, можно так сказать. Да, горловые, вот, допустим, песнопения тоже. У меня несколько учителей, которых я безмерно уважаю, до сих пор помню, которым я очень благодарна. Поэтому, как бы, благодаря им, наверное, я владею вот горловыми, голосовыми какими-то звучаниями. Считаю, что как раз-таки путеводителем вообще в моей вот в творческой жизни является вот как раз-таки род мой, венский род, которых я люблю, уважаю и тоже как-то, не знаю, пропагандирую. Какой самый лучший зал был у тебя в жизни? Самый лучший зал. Их было много на самом деле, но такой запоминающийся это было, когда я еще была школьницей, когда я была ребенком. Когда я спела песню Старкова «Нёлтон Хеджа», каком я тогда в 9-10 классе, по-моему, была. Вот, и честно, тогда вот я только научилась горловому, и выйдя на сцену, когда я стала горлить, вот честно, я не помню вообще вот в моменте ничего. Я помню, что просто идет песня, голос, горловое исполнение, и в конце просто вот аплодисменты, там чуть ли не шапки кидали наверх, можно так сказать. Вот это вот самое запоминающее выступление для меня было вот по эмоциям вот этих вот детства, да. Вот, а так очень много было, конечно, выступлений. Мне нравится выступать, я люблю вообще зрителей, как они воспринимают меня. Вот. В каждом городе Свой зритель. Да, свой зритель. А я просто отключаюсь. От внешнего я просто отключаюсь, и люди культуры, я считаю, не должны путать личное с творчеством, да, с работой. Когда ты, тем более артист, неважно, просто выключаешь эмоции, вот то, что происходит в личной жизни, просто идешь и радуешь зрителя. И у меня также. Я просто выключаюсь, я просто перенастраиваюсь, чтобы подарить зрителям улыбки, может быть. Но если это медленная песня, какие-то эмоции сопереживательные. Вот как-то вот так вот. Есть такое вот предвзятое мнение, что люди, обладающие талантом, голосом, они несчастны. Возможно, в личной жизни, возможно, в любви. Есть такое ощущение? Ну, все мы чем-то жертвуем, я так скажу. Все мы чем-то жертвуем, да, есть. Я согласна с этим высказыванием. Поэтому добавить ничего не могу. Ну, посмотрим дальше, что будет. Я просто не представляю себя без сцены, без голоса. Был момент, когда я просто, вот, сидя, представляла, что я буду делать, если я не буду петь.
Если у меня просто отберут цену, там, да, слух, я не знаю, я не вижу себя, я буду глубоко несчастным человеком просто. Поэтому это невозможно. Я не смогу. Я всегда выберу сцену, я всегда выберу свое творчество. Musem nikën një një dukum këtim des bivetem Hinu me këna latam Hinu t'këna javram Hinu alatam Hinu ajavram. То есть это уже тот самый адреналин, на который ты уже прочно подсела, и Да, уже все, да. как бы от этого не отобьешься. Ну, невозможно. Я когда не пою какой-то период времени, я уже, получается, ухожу в какое-то выгорание. Ну, не в выгорание, как говорят, ухожу непонятно, непонятно в каком состоянии нахожусь. Потому что это сложно. Я даже не могу объяснить на самом деле словами, да, что я испытываю в этот момент. Поэтому в этом плане сложно. Какая твоя неспетая песня сегодня? Я, наверное, скажу, что я очень хочу спеть песню такую, как, вот, чтобы на мировом уровне. Я над этим работаю, я пишу. Хочется, конечно. Я вообще люблю больше джазовое такое вот исполнение, да. Да, поэтому, но и если добавить джаз, этнику, это будет просто, мне кажется, невероятно красиво. Поэтому я работаю над этим. Хочется мне вот эту вот коллаборацию какую-то сделать, и чтобы, я думаю, что зрителям она очень понравится. Holinchamu huklesli Timinanyanda nyaltanhedin ekchenodai huklesli ay beyodai himanruli enioдай манрули. Эту песню мне вообще когда-то тетя написала, сказала, исполни. Как раз таки мы приезжали тогда на конкурс «Полярная звезда», и я участвовала там как бы в номинации эстрадный вокал и фольклорный. И вот с фольклорным вот таким вот пением традиционным, да, я и исполнила вот эту вот прекрасную колыбельную песню. Я благодарна очень своим родителям, во-первых, да, потому что у меня очень много гастролей, очень много работы, когда я просто вообще не успеваю. И благодаря моим родителям, благодаря моим детям, которые с пониманием к этому относятся, вот как-то приходится, как-то я работаю, в общем. Поэтому спасибо им, я им очень благодарна. Ну, было сложно, да, какой-то период времени я ушла в себя, но то, что, как говорят, не делает нам больнее, да, ну, как бы мы... Я, знаете, я люблю песню вот это «Нас бьют, мы летаем». Вот эта вот песня прямо меня мотивирует жить. Вот надо жить просто ради себя, ради своих детей. Вот, и продолжать как-то творить вот,
созидать во благо будущего светлого, вот так вот скажу, светлого будущего. Да, правда, говорят, что я мудра где-то бываю совсем наивная. Ну, это характер у меня такой, наверное. На самом деле, очень простой человек, открытый к общению, очень преданный друг. Ко всем стараюсь относиться прям очень, знаете, с добротой такой. И не вижу смысла жить со злобой, так, со злостью какой-то, с обидами и так далее. Это не про меня совсем. Априори это не я. Я, правда, очень люблю свою работу. Это просто мое место. Я себя здесь нашла. Меня окружают очень светлые люди, люди креативные, интересные. Мы каждый день что-то придумываем, что-то творим. Поэтому, знаете, я люблю свою профессию, люблю место, где я работаю. Я методист сектора традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера. Я работаю народами нашими. У нас очень много такой вот нити, да, которая нас связывает. И поэтому для меня нет сложности вообще как-то общаться с каждым. Мне интересно вот с ними работать, потому что мне кажется, мы какое-то единое целое, хоть и 6 народов, нас много, да, но мы все делаем одно дело. Вот есть интроверт, да, и так далее. Я, скорее всего, наверное, от всего понемножечку. Да, я люблю большое количество людей, люблю вот этот шум, гам, общение, но в то же время в такие моменты, когда у меня происходит выгорание, мне всегда хочется побыть одной, наедине со своими мыслями. Я закрываюсь от всего мира, ухожу в себя, и так я как бы восстанавливаю вообще себя и нахожу силы работать дальше. Был момент в твоей жизни, когда ты решительно вышла из зоны комфорта, которую создала себе, да, и окунулась абсолютно другую жизнь, получается, активную, позитивную, созидательную. А ведь до этого было время, когда ты жила в Березовке, да, тихонечко, далеко, все. Но это был смелый шаг. Да, но я считаю, что я многое упустила. Вот этот вот период, когда меня не было, я считаю, что я просто исчезла. Ну, для меня вот сейчас вот больно, что я упустила этот момент, что я упустила это время, когда у меня было очень много возможностей. Но я понимаю, что я тогда сделала все ради своей семьи. Сейчас, мне кажется, мое время, когда я должна рассказать о себе, чтобы услышали меня люди. Поэтому я рада, что я все-таки взяла храбрости, набралась храбрости и услышали меня люди, мои песни, мое творчество. Ты смелая? Спасибо. Было время, когда я поехала без денег в Москву, не знала, где я буду жить, на конкурс, но я выкарабкалась. Получила первое место. Меня приглашают, опять-таки, если мы возвращаемся к вопросу к большой сцене. Конечно, очень много приглашений есть и на российскую эстраду, приглашают и дальше учиться. Но это дело времени, конечно. Да. Еще пока думаю. Но я думаю, что я решу уже конкретно, уже вот уже. Пока уже планирую, если говорить опять-таки о большой сцене, уже планирую свои концертные программы, сольные концерты в Красноярском крае. Если в прошлом году у меня уже проходили мои сольные концерты на Камчатке и в Магадане,
Вот очень теперь вот хочу в Красноярске и дальше в Сахалин и так далее. Одним из самых трогательных моментов в твоем творчестве это, наверное, были выступления перед ранеными бойцами нашими в госпитале, которые слушали тебя, внимали. Да, это было очень сложно выступать перед ними, потому что, насколько я помню, перед выступлением я не волновалась, но когда вышла уже петь перед ними, я не смогла. Мы стояли и плакали все. Все, и я, и ребята. Но как-то я взяла всю вот силу свою в кулак, исполнила им песни, на что я услышала слова благодарности. И я им тоже много слов хороших сказала, поэтому первые мои разы, когда я ездила к участникам СВО, это было очень так вот сложно, так скажем. Много слез, но зато ребят надежда какая-то в глазах появилась. И знаете, я немножко даже вдохновилась, наверное, да. В этом году я ехала по реке Лена весной, и вышла такая идея спеть, сочинить, точнее, песню на 3 языках для ребят вот, специальной военной операции. С текстом, конечно, я работала с прекрасным, просто талантливым человеком, с Надеждой Захаровой, которая написала мне, перевела на 3 языка, и мы с ней вот мелодию красивую и сделали, и песня получилась просто шикарная, так скажу, которая пробирается через душу, в сердце. Эта песня до премьеры еще разлетелась. Все ребята, многие ребята СВО просили эту песню. Песня «Благопожелание». Сложно на эвенском языке исполнять? Нет. Я быстрее заучиваю на эвенском языке, нежели чем на русском. Поэтому нет, для меня не сложно. Барьера нет. Нету барьера, да. Ну, если вернуться к работе в Доме дружбы народов, какой проект вынашивается, какой хотелось бы воплотить в жизнь прямо реально? Ну, я уже начинаю это дело. У нас вот уже совсем там через 2 месяца пройдет республиканский фестиваль-конкурс «Легенда Севера», куда мы внесли и затронули все. Это и эпосы, это и будем в этом конкурсе искать молодых художников, может быть, режиссеров, да, анимация, мастеров моды. Да, очень много компетенций, и будем выявлять самых-самых, и уже, конечно, будем публиковать их работы. Может быть, сделаем какой-то сборник, может быть, выложим на платформах таких музыкальных каких-то. В общем, очень такая большая работа ждет, и мы надеемся, что оно прямо очень понравится нашим людям, и люди заинтересованно примут участие в этом конкурсе. Какая твоя черта характера, по твоему мнению, привлекает к тебе людей? Ну, я думаю, искренность. Я очень искренний человек, открытый человек, общительный. Вот самые вот топ-3, да, качества, которые я вот точно могу о себе сказать. Поэтому, мне кажется, благодаря этому у меня очень много друзей, которые меня окружают, которые меня любят, которые меня поддерживают. 15-летняя Танюша, я бы сказала, не бояться ничего,
оставаться такой же яркой, такой же общительной, местами наглой. Ну, вот она, 15-летняя Таня была очень, очень яркая, конечно. Ей было все интересно. Поэтому ту Таню я обожаю. Если все мои планы реализуются, я ее поблагодарила бы, что несмотря ни на что, несмотря на трудности, шла всегда с улыбкой. Я вот так поблагодарила бы. Не салкан пенимен